В Башкортостане во время выборов были организованы максимально комфортные условия для голосования. Члены комиссии приходили на дом и к пожилым, и инвалидам, выезжали даже к живущим в лесной глуши отшельникам. Активность на участках проявили совершеннолетние жители всех возрастов. Поставили галочку за одного из кандидатов и новоявленные граждане страны, те, кто приехал в Россию и решил остаться здесь навсегда. А в первый день голосования пример всему региону показал глава Башкортостана, в числе первых заполнив бюллетень. Подробности далее. Ранним утром 15 марта на избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан» Ради Хабиров в числе первых голосующих. Вместе с супругой они сделали свой выбор. Глава республики пообщался с волонтерами и рассказал журналистам о важности выборов для будущего страны. Эти выборы судьбоносные. Мы на будущие 6 лет определяем развитие нашей страны. Будет тот же курс, будет тоже движение вперед нашей страны. Люди вот уже с утра, вы видите, идут на избирательные участки. Поэтому полагаю, что выборы пройдут достойно, должным образом. Подчеркиваю, все службы, вся система избирательных комиссий готовы к этому. Надеюсь, что мы пройдем в такой хорошей, теплой, праздничной обстановке. Первый день супружеской жизни Руслана Ганеева и Ларисы Ахмадеевой начался с исполнения гражданского долга. Из ЗАГСа приехали сразу голосовать. Я думаю, что это интересно совместить два важных события в наш день. Конечно же, хотим стабильности для нашей новой семьи. Праздничное настроение задал и уфимец Артем Саяпов. Он пришел на участок в русском национальном костюме. Артем, артист, и в таком образе голосует в первый раз. На выборы главы региона придет уже в башкирском национальном костюме. Люди очень интересно реагируют и удивляются тому, что непривычное одеяние. И начинают спрашивать, а что, почему ты в таком? Я говорю, сегодня праздник, выборы, а еще сегодня масленичная неделя. Первые выборы для новоиспеченных граждан России. Когда-то они приехали просто учиться, в итоге влюбились в страну. Теперь у них российский паспорт, а значит и возможность выбирать президента. Просто мне очень понравилось в эту страну. И я спросил, что как могу получить гражданство. А я получил. Вот, потому что я хотел бы дальше жить в России. Я думаю, голосование – это обязанность каждого гражданина. В городе Октябрьске активно были и те, кто тоже недавно обзавелся паспортом. 18-летние избиратели пришли сделать свой выбор, соблюдая при этом строгий дресс-код – знак торжественности и ответственности. Мне предоставился шанс голосовать на выборах в связи с исполнением 18 лет. Очень волнительное событие, так как чувствую свое причастие к дальнейшей судьбе нашей страны. Это мои первые выборы и самые важные выборы в жизни нашей страны. Выборы президента Российской Федерации. Я считаю, что каждый должен участвовать в выборах. В Башкортостане участие в выборах президента страны приняли и долгожители. 106-летняя Татьяна Алексеева из села Дюртюли Шаранского района проголосовала на дому. Избирательная комиссия приехала и к 90-летнему Кинзягулу Салимгарееву. К отшельнику, живущему в заброшенной деревне Урман-Реветь среди лесов, добирались на снегоходах и пешком. Дай. Молодец. И еще что вы забыли? Что забыли? Ай, умница. Давай, скорее, давай. Молодец. С таким помощником не страшно выронить и самые ценные вещи. На этом участке присутствие собаки-поводыря – обыденность. УИК под номером 686 в Стерлитамаке работает в помещении местной организации общества слепых. Поэтому инвалиды по зрению прекрасно знают, куда идти голосовать. Сюда они приходят уже на третьи выборы. Скажу вам только честно. Пока ноги ходят, надо самому ходить. И я думаю, домой приходят уже, которые люди безнадежные, мы еще пока стоим на обоих ногах. А участники фольклорных коллективов, проголосовав, устраивали даже небольшие концерты. Как идут выборы, эксперты могли следить в Центре общественного наблюдения в Уфе. Каждый участок оборудован 2 камерами наблюдения. И в случае возникновения вопросов можно было сразу отсмотреть запись и связаться с конкретным участком. Эмиль Басареев, Полина Затолокина. Итоги недели.